Впервые такой концерт прозвучал над Миссисипи в городе Берлингтоне, штата Айова, а потом повторился здесь, в России, в столице Удмуртии. Это программа «На языке сердца» из Ижевска. И я, журналист Екатерина Баженова, уверена, что музыка сильнее взрывов. В Берлингтоне есть известный на всю Америку военный завод. Этот город знаменит еще и тем, что здесь живет легенда американского блюза Патрик Хейзел. Он член Национальной академии звукозаписи Грэмми и местная знаменитость. Я заметил, что после удара колокола наступает интересный эффект. Ты начинаешь отчетливо слышать отдельные, мельчайшие звуки: пение птиц, шум ветра в ветвях, детский смех. В 2003 году Патрик написал партитуру для 10 колоколов, пригласил волонтеров для игры, а жителей Берлингтона для прослушивания своего необычного концерта. Этнопевица из Ижевска Надежда Уткина в составе российской делегации по культурному обмену приехала в Берлингтон. Ее пригласили дать небольшой концерт. «Русский блюз» значилось на афише. Так она познакомилась с Хейзелом. Мне сама идея очень понравилась, потому что у меня где-то в глубине души у меня всегда была мечта поиграть на колоколах. Я всегда была неравнодушна к этому звону. Надя пригласила Патрика в Ижевск. Его встречали удмуртскими бабушками, музыкой, перепечами и кумышкой. Но главным был, конечно, проект «Ижевские звоны». У нас были режимные предприятия, завод «Ижмаш» и два православных храма. Ну, храмы между собой могут договориться, но Патрик протестант и блюзовый музыкант, и такие были обсуждения в интернете, что как это так, как церковь может, православная церковь, разрешить блюзовому музыканту играть чуть ли не блюз на колоколах. Это был там большой резонанс. Затем надо было на режимном предприятии пройти, пропустить журналистов, пропустить волонтеров, потом поставить камеру на крыше режимного предприятия завода «Аксионы», чтобы это все снимать и записывать. Потом остановить движение на улице Горького, в магистрали, которая связывает Металлург с центром и с Зарикой. Это было очень сложно договариваться. Они нашли общий язык со всеми, с городскими властями, с охранниками и православными верующими. Горстка энтузиастов, музыканты и журналисты. 45 минут тишины для концерта были нужны как чистый воздух. Но как только ударил первый колокол, в кафе на набережной зазвучал пошловатый шансон. Это было просто потрясение и удар для меня. Но я поняла, как я реагирую тогда в ситуации, например, когда тебя ранят в бою. Я тут не истекала кровью и не падала в обморок. Но меня подстегнуло так, что я побежала по набережной, прямо к этому кафе. И просто со страшной, наверное, гримасой и с силой и горечью, и упором в голосе просто я доказала, что нужно выключить, что у нас есть договоренность, что мы договорились, 45 минут не будет звучать музыка. Обычный концерт предполагает, что публика сидит в зале и рукоплещет после выступления артиста. Амбиент, концерт в городской среде, пригласил ижевчан на улице, предложил услышать другой Ижевск. Не только город оружейников, не только родина автомата Калашникова, не только агрессивный к человеку город-завод. Сегодня в Ижевске прошел дождь и в небе радуга. У нас поздний вечер, в Берлингтоне раннее утро. Надя волнуется, потому что после большого перерыва она сейчас снова увидит Патрика. I see your glasses. Ты помнишь, что мы говорили о взрыве в Пугачева? А ты мне говорил, что у вас был такой же подобный случай. Теперь там все под контролем. У вас были неконтролируемые взрывы, а у нас контролируемые. Чувствовал ли ты, что ты другой? Как другие люди воспринимают твои опыты?
На самом деле, до того, как я поехал в Россию, я уже был личностью, персонажем. И люди вокруг меня понимали, что я другой. Я музыкант, и моя поездка в Россию была еще одной моей сумасшедшенкой. Про меня говорят, это Патрик Хейзел, блюзовый музыкант. Он был даже в России. Патрик — это словно сердце мое. Просто это человек, который душа твоя, да? И ты благодаришь душу за то, что она отвечает на твои чувства, что ты можешь по-своему любить этого человека. Очень дополняем друг друга, и мы понимаем, что, наверное, и я в его жизни, и он в моей жизни сыграли какую-то знаковую роль. Я на самом деле очень люблю Удмуртию. Я никогда не забуду, что я там пережил. Эти переживания включают так много. Ты, музыка, с которой ты меня познакомила, еда, люди, с которыми ты меня познакомила в деревнях, походы в баню, словом, то, что я никогда не испытывал. Ты открыла для меня Удмуртию. Я хотел бы вернуться туда как можно скорее, и я на это надеюсь. Кто-то покрутит пальцем у виска, двое сумасшедших нашли друг друга. Кому все это надо, когда даже в мирное время от взрывов дрожит земля? Американского блюзмена и удмуртскую певицу разделяют тысячи километров, но они все равно говорят и даже поют на одном языке, на языке сердца.